Уважаемые граждане Республики Ингушетия, уважаемые россияне, я хочу выступить перед населением, высказать ситуацию, которая сложилась вокруг становления республики потребительской кооперации. Во всех субъектах России, за исключением Ингушетии, они созданы, успешно функционируют, делают прибыля. У каждой потребительской кооперации в Российской Федерации, в каждом субъекте потребительская кооперация существует полностью готовая материально-техническая база. Как она существует? В 1992 году президент Ельцин, зная, что потребительская кооперация делает большое дело, обеспечивает продовольственными товарами население, создал закон, подписал закон о потребительской кооперации в Российской Федерации. Ссылаясь на этот закон, все потребительские кооперации Российской Федерации, все субъекты материально-техническую базу в основном на 70, 80, некоторых 90% в республиках, краях перенесли в новую Россию, демократическую Россию, материально-техническую базу. То есть все объекты, магазины, конторы, пищевые предприятия, пищевую промышленность, которая в основном была под кооперацией. Все, буквально это в каждом субъекте по 500, по 800 и более объектов. У нас же наше правительство решило передать правительству и руководству республики, передать эти вопросы для решения главам городов, районов республики. После того, как ее создали, эту нашу республику. Но почему-то эти руководители, пользуясь тем, что спроса нет за это, контроля нет, все, что было у нас, а у нас их было 243 объекта, мы насчитали 243. Все эти 243 объекта были проданы. Туда входят конторы, магазины, буфеты всевозможные, общепит весь, столовые, рестораны, магазины и просто универмаги. Очень много было как они называются сейчас, это не важно. Важно то, что все, что было в потребительской кооперации Советской России, все было продано до последнего объекта. Мы после этого тут пытались, для меня был Хаматханов, пытался что-то сделать, руководитель Наурбиев, я знал его, Салман хороший был человек, тоже пытался что-то сделать, но не получалось. Не получалось, потому что базы не было материально-технической, не было ни одного объекта, на котором можно было с которым можно было работать, сделать какую-то оптовую базу, сделать какой-то магазин, рынок продовольственных товаров. Сейчас получается что? В нашей республике ничего нет. Зато есть торговля идет буйная. Мы закупаем соседних баз
оптовых, Кабардино-Балкарии, Ставрополье, других регионах, закупаем товары. Там же закупаем уже с наценкой, то есть не прямую. Там существуют свои базы, которые получают от поставщика этот товар, делают наценку, а мы покупаем у этих уже с наценкой эти товары. Приводим сюда, здесь посредники стараются, очень сильно стараются. Так накручивают эти цены на продовольственные товары, что уже выше некуда. Единственный субъект Российской Федерации, поймите меня правильно, почти в 2 раза цены дороже, чем в других регионах на продукты. Почему? Да потому что нет органа, который бы занимался этим, который бы даже какой-то конкурентоспособный орган, который бы работал с этими перекупщиками, с этим купи-продай, как говорят, было раньше. Раньше за это БХСС сажали, уголовные дела, а сейчас они отпущены. Антимонопольной службы у нас нет, а которая была, работала неудовлетворительно. Они сами себя все предоставлены. Нет у нас того рынка, который существует за границей капиталистических стран. Нету. А существует спекуляция, открытая спекуляция по надуманным причинам. Рост цен идет, понимаете? Идет рост неумолимый, неуправляемый рост цен. Вот для этих целей и была создана, Ельцин был издан этот указ, чтобы всю материально-техническую базу в основном перенесли сюда, и чтобы потребительская кооперация в России работала. Потому что она покупает товары прямо от поставщика и реализует их через свои магазины, через свою оптовую базу, через магазины, через заготконторы и так далее. И они параллельно работают, заготавливают продукцию дикорастущих растений. Тоже эту продукцию реализуют другие регионы, которых такой продукции нет. Обмениваются продукцией. А консервные заводы, которые у нас существовали, проданы, абсолютно проданы. Для того, чтобы продать объект потребительской кооперации, послушайте меня внимательно, каждый объект должен быть продан с разрешения пайщика, который этот объект принадлежал. Пайщики должны проголосовать, они должны дать согласие на его реализацию. Но этого не было. Это было самовольное решение нашего руководства, районов, городов, республики. Эти объекты распродали буквально без всяких согласий потребительской кооперации. Следовательно, эти объекты должны быть возвращены. Незаконно оторванные объекты должны быть возвращены, если мы хотим народ кормить нормально, по нормальным ценам. Если заработает потребительская кооперация, то цены, естественно, резко начнут падать на продовольственные товары. Этого многие не хотят. Многие сопротивляются, пытаются всячески нас дискредитировать. Говорят, что эта служба не нужна. Оказывается, всей России она нужна, оказывается, Ингушетии не нужна. Вы понимаете, меня на совещание приглашает вице-премьер. Говорит, мы там с руководством договорились, что вам надо собирать дикорастущие растения, на этом достаточно. Но это же смешно. Это же не подход, это для галочки совещания. Собрали людей, которые вообще не решают могут не решать эти вопросы. Министерство
финансов, экономики, сельского хозяйства, там и другие должны были быть. А пришли специалисты. Без права подписи, без ничего, которые это самое. Для галочки сделали совещание. Ну что это? Это разве подход? Руководитель первый, допустим, считает, что он чрезмерно занят, чтобы принять меня. Я строил, между прочим, эту республику, стоял у ее истоков, сделал все, чтобы она была, наконец, состоялась. Стоял как раз, когда озвучивал Ельцин наше возрождение, я был там, рядом с этой трибуной. Все это организовывал, чтобы беспорядки не были, чтобы были люди там кругом наш глаз был. Ну, также мы организовывали съезд в заводском районе города Грозного. То же самое делали мы, когда интеллигенция собралась, мы в этом самом цирке, здании цирка в Грозном, мы решительно сказали, что мы только с Россией. И вышли оттуда демонстративно. Вот. Все, за всем этим стояли не только я, стояли люди. Хорошие люди были, хорошее было время. То есть сложное было время, но люди были решительные. Поэтому вот так вот пренебрежительно относиться к себе я никогда никому не позволял. Не позволю нынешнему руководству, в конце концов, это делать. Если они думают, что мы пешки, они поставлены для того, чтобы слушать эти пешки и думать о них, об этих пешках, в конце концов. А не отфутболивать эти вопросы, решать вопросы в горах, там, восстанавливать каменные дворцы. Но это нужно, это я считаю, что тоже нужно. Не в таком масштабе, не в таких этих самых. Это раз. Второе, смотрите, что происходит в нашей республике. Мы нас оставили без пастбища для выпаса скота. Но более преступного действия не быть не может. Люди не знают, куда выгнать свою коровку. А наш у нас же многодетные семьи, дети маленькие, им нужно молоко. Нет? Пожалуйста, ни корову, ни какого не выгнать негде. Выгнали на улицу, они ходят тут, валяют ящики с мусором, оттуда едят, что попало, болеют, вздыхают, но многие сразу распродали, многие сдали скот в мясокомбинаты. В общем, а последствия? Какие последствия? Резко подскочила цена на мясо. Она больше почти, чем в Москве. Ну, такого ляпчуса еще на Кавказе, чтобы такое было. Только это наши люди могли это сделать, наши вожди. Ну, как можно было отдать пастбище? Я считаю, что немедленнейшим образом надо создать, я попросил даже это, написал в своем письме, создать правительственную комиссию и все отторгнутые пастбища, которые отданы населению в аренду, расторгнуть арендные отношения с этими людьми и все пастбища отпустить, чтобы люди могли содержать скот и держать скот, выгонять его и пасти. Если мы этого не сделаем, мы останемся без мяса, без ничего, без молока и молочно-мясных продуктов. Это очень важно. Я вот попросил даже передать там ГУП один, Нестеровский, допустим, ГУП, передать, мы сделаем из него, будем делать все, что они делают сейчас, там больше, кроме того, как выращивают пшеницу, ячмень, больше ничего не делается. Всю технику, все эти поля пусть передадут под кооперации, мы там сделаем базу оптовую, так, будем сеять, сажать,
но зерно, которое тут, там будет выращено, все будет оставлено для населения в их складах. Они не распродано в Осетию, в Грузию или куда угодно, где делают водку, где делают спирт. А люди без зернышка остаются после того, как после уборки на складах этих таков, куда возят зерно. Ни одного зернышка не увидите через неделю-две. Все распродано. Вместо того, чтобы оставить населению и выписывать им для скота, для приусадебных нужд. Этого нет. Я неоднократно обращался. Я говорю, существует закон. Верните нам то, что у нас патент кооперации отняли. Незаконно отняли. Верните все эти объекты. Нам говорят, это руководство нам говорит, нет, мы за тех, кто это сделал, не отвечаем. Говорит, раньше. Как это не отвечаем? Нет, не может такого быть. Любое правительство, которое нарушило существующие законы, допустило беззаконие, должно ответить за прошедших ранее работающих людей. Так заложено в Конституции. Да. Но если они не хотят, да, я говорю, тогда помогите нам восстановить материально-техническую базу. И мы вам даем слово, что цены на рынках на продовольственные товары будут снижены. Мы вам обещаем. Я не знаю, как тут говорить, как доказывать. Я хочу, чтобы народ знал, что происходит. Вот такая ситуация у нас стоит. Вот такая. Вроде бы что-то пытается сделать, говорит Фурцу господин, говорит мне, что мы вам дадим заработную плату. Дадим. Ну что это? Что это за подход? Заработную плату для тех, которые вы приняли на работу, работающих. Зарплату нам собираются давать. А кто будет? Магазины, завод-конторы. Все, что есть, мы продаем 6, куда угодно, только не в республике. Всю 6, которые есть, и шкуры, все забирает соседние республики, соседние областя и так далее. У нас нет ничего. Мы не хотим ничего. Мы хотим жить просто так. Но я написал в Москву. Я написал руководителю своему, если наше руководство в категорической форме не хочет, чтобы здесь работала потребительская кооперация, решите вопрос, чтобы ее ликвидировали здесь, на нашей территории. Мы будем белые вороны на территории России. Хотим мы этого, не хотим, я не знаю. Хочет этого народ, если, пожалуйста, давайте будем белые вороны. Ситуация такая. Климат он не принимает, считает, что это какой-то второстепенный для него вопрос. Все вопросы, которые он решает, менее важны, чем этот вопрос. Я вам говорю, уважаемый Махмуд Али Макшарифович, менее важный, чем этот вопрос. Это важный, нужный для народа, именно для народа вопрос, который поднимается, мною поднимается. Решите вопрос с пастбищами, решите вопрос с потребительской кооперацией, верните нам то, что украли. Вот что я требую, больше ничего не требую. А вы не хотите нам в этом помочь. Мне непонятно это. Спасибо за внимание.